Девизом работы педагогов Паруса по естественно-научному образованию являются слова известного советского психолога Николая Николаевича Подьякова. В течение многих лет мы искали истинную детскую деятельность, которая интенсивно развивается на протяжении дошкольного детства, без помощи взрослого и даже вопреки его действиям. Такой деятельностью оказалось детское экспериментирование. Дошкольники действительно любят экспериментировать. Они по своей природе экспериментаторы. В результате простейшего экспериментирования ребенок приобретает знания не в готовом виде, а в процессе поиска и размышлений. Делает самостоятельные открытия. Третий год у нас работает лаборатория детских опытов и экспериментов. За этот период сообществом педагогов последовательно решена ключевая задача – определение содержания программы, разработаны планы проведения опытов и экспериментов в разных возрастных группах, последовательно по возрастам. Систематизированы сквозные опыты по темам – вода, воздух, температура, свет и звук, электричество. Ключевым является вопрос, который задает каждый педагог. Какие материалы увлекут детей исследовательской деятельностью и научат экспериментировать? По каким принципам их подбирать? Какие типы материалов подбирать для каждой возрастной группы? Мы стараемся в группах создать такую среду, которая отвечает маркерам открытости, визуализации, осмысленной активности и инициативности ребенка. Наличие разнообразия материалов и его сменяемости. В каждой группе, начиная с самой младшей, оборудованы центры экспериментирования, или еще можно назвать уголками природы или центрами науки, в которых аккумулированы современные пособия и дидактические материалы. Пока материалы, имеющиеся в центрах, можно условно разделить на три группы. Первое – природные объекты, коллекции минералов, плодов, листьев, семян, образцы почв. Второе – инструменты и приборы – лупа, весы, микроскопы, увеличительные стаканчики и колбы. В основном это готовые наборы маленького биолога, модульной программы STEAM образования издательства Бином и L.T. Кудец. В-третьих, это способы ежедневной фиксации наблюдаемых явлений. Удобные календари погоды, природы, некие ежедневные ритуалы с картинками, которые можно прикреплять, заменять без опасения повредить календарь. Имеются энциклопедии, книги, справочники, тематические настольные игры о явлениях живой и неживой природы. То есть это такой стандартный набор материалов, которые разнообразны, доступны, открыты, не перегружены. Здесь педагоги столкнулись с двумя проблемами. Во-первых, не всегда готовы предметы, материалы, пособия, которые находятся пусть и в доступном месте, мотивируя детей на опыты, позволяя им проявлять самостоятельность и инициативность. При этом ребенок не очень часто фиксирует свое внимание продолжительное время. Чаще всего в свободной деятельности он с интересом подходит, трогает, отбирает какие-то предметы, некоторое время манипулирует с ними, а затем без помощи воспитателя уходит, теряет интерес. Что же происходит? Почему такой современный центр с яркими материалами не привлекает ребенка к длительным исследованиям, опытам и, следовательно, к умозаключениям? Во-вторых, когда педагог организует наблюдение в соответствии с заранее разработанным планом, если объект наблюдения не вызывает интерес детей, он не актуален для них. Такое наблюдение мало чем отличается от привычного занятия, где воспитатель занимает регламентирующую позицию. Теоретический анализ современных источников, практическое наблюдение за подобными ситуациями в самостоятельной деятельности детей и организованные совместные действия позволили нам сформулировать выводы, связанные с дальнейшей работой по организации среды. Во-первых, работать над насыщением центров материалами и оборудованием, которые обладают свойством автодидактичности. Измерительные приборы измерить, лупа рассмотреть, бумага с карандашами зафиксировать свои мысли. То есть ребенок способен самостоятельно, без помощи взрослого, уловить скрытый способ действия с ними. Пример такого оборудования мы вам представим на примере водной станции в группе Мечер. Во-вторых, обязательным условием должны стать размещение в центрах схемы проведения некоторых опытов, алгоритмов действий, надписи, результатов наблюдений, рисунки детей.
В-третьих, центры должны быть обогащены примитивным самодельным оборудованием для исследования природных объектов. Флюгер, солнечные часы, палка-снегомер, кормушка для птиц. В-четвертых, по нашим наблюдениям все еще недостаточно в центрах образно-символических материалов. Карт, схем, чертежей, графических моделей. Это огромный пласт методической работы с воспитателями. Изготовлению и использованию таких материалов педагогам еще предстоит учиться. В-пятых, связать наполнение центров с планами и содержанием природоведческих экскурсий по сезонам, временам года. И самое важное, в процессе детской деятельности воспитатель должен уметь промолчать, сдержать в себе учителя, носителя знаний и принять позицию наблюдателя, партнера. Эти выводы являются для нас приоритетными задачами дальнейшего совершенствования развивающей предметно-пространственной среды, содержания модуля и методик по опытно-экспериментальной работе.